Небольшое сельское поселение Чемульга претерпевает значительные изменения. Там проживают порядка 1000 человек. На них приходится одна школа и один дом культуры. Уже разработаны проекты по строительству еще одного общеобразовательного учреждения и детского сада. Для более комфортной жизни сейчас на улицах Чемульги идет реконструкция электросетевой линии, которая обеспечит свет в частные дома и социальные объекты. Для этого закупили несколько видов прочных уличных фонарей на сумму около $500 000 рублей. Муслим Ганиев с подробностями в сюжете. Устанавливаешь фотореле, чтобы как потемнеет немного на улице, сразу, чтобы уже освещение автоматически включалось. Уже совсем скоро эти новые светодиодные фонари будут красоваться на всех улицах сельского поселения Чемульга. Итоги масштабной реконструкции световой линии почувствуют все жители села. Тут преимущество в чем? Это они на 75% энергосберегательные, так как мы все знаем, что бюджеты сельских поселений небольшие, да, у нас значительная часть из этого бюджета идет на электроэнергию. И было решено, были многочисленные обращения со стороны граждан по поводу освещения, и было принято решение немного подождать дотации с районного бюджета. И после того, как мы поговорили с главой Сунжского района Магомедом Заитовым, он одобрил эту идею и прислал нам дотации, и после этого мы заключили с ними договор, поехали в Воронеж и закупили это оборудование. Они на 75% энергоэффективнее, и в 2,5 раза у них рассеивание световых потоков лучше. Устанавливать будут фонари нескольких видов. Средние и мелкие пойдут на центральную дорогу и улицы, а те, что покрупнее, будут освещать социальные объекты села. Выбор именно на этого производителя пал не случайно. Корпуса этих фонарей из цельного металла. Они ударопрочные и с большой гарантией. Они дают гарантию на 4 года, то есть если в случае проблемы с этими лампами, ты можешь просто отправить обратно, и они тебе его отремонтируют и обратно пришлют. То есть ты абсолютно ни на что не затрачиваешься. То есть полностью логистику все они берут на себя. Всего закупили более 40 фонарей на сумму около $500 000 рублей. Приступить к монтажу планируют в течение нескольких дней. Практически на каждый дом мы планируем. В том селе практически на каждый дом, фактически, да, вот 17 домов будут освещены. Еще 3 лампы будут именно по оригинальной дороге. А в этом селе, допустим, у нас улица узкая, и поэтому надобности таковой на каждый дом вешать нету. То есть, если ты по улице, допустим, 900 метров, вот эта улица, да, к примеру, лесная, мы планируем по одну сторону или в шахматообразном порядке развесить их, и чтобы где-то 9 ламп было на 900 метров. То есть ночь светло будет на всех улицах? Абсолютно, да, на всех улицах. Чемульга – одно из самых малонаселенных сел республики. Здесь всего с 500 домовладений, где проживает около 1000 человек. И тут же находится самая маленькая школа в республике. Здесь всего 4 учебных кабинета. А само здание построено в 60-х годах прошлого века. Однако стесненные условия не мешают образовательному процессу. Вторая смена у нас возвращается со школы в зимний период, особенно темно, поэтому освещение было бы очень полезно и приятно для нас. Достойные условия для жизни в каждый населенный пункт республики. Такую задачу ставят перед собой власти региона. А отдаленность от административного центра строительству новых объектов не помеха. Так, в 2020 году в сельском поселении Чемульга появился первый дом культуры. Администрация села подготовила и сдала пакет документов для строительства школы и детского сада. Ну а улицы между этими объектами станут светлыми уже через несколько дней. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов. Новости 24.